Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв, проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Статистика гласит, что сегодня в мире с ВИЧ живет более 40 миллионов человек. Большинство ВИЧ-положительных людей даже не знает о том, что они инфицированы. ВИЧ – необычный вирус. Попадая в организм человека, он остается там на всю жизнь. ВИЧ разрушает клетки иммунной системы, которые отвечают за борьбу с болезнями. Для людей, живущих с ВИЧ, любые заболевания представляют большую опасность. О том, как сегодня ведется профилактическая работа по борьбе с ВИЧ у нас в республике, а также как ковид влияет на течение заболевания, мы поговорим с заведующей отделом профилактики СПИД-центра Республики Саха-Якутия Евгением Кононовым. Добрый вечер, Евгений Александрович. Добрый вечер, Иван. Ну, начнем, пожалуй, с вопроса, который расставит все точки над «и» для наших телезрителей. Все-таки чем отличается ВИЧ и СПИД? ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, это возбудитель, который вызывает ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфекция – это инфекционное хроническое заразное заболевание, вызванное вот этим вирусом, который приводит к медленному разрушению иммунной системы и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита, или сокращенно СПИД. То есть СПИД – это у нас конечная терминальная стадия ВИЧ-инфекции. То есть ВИЧ-инфицированный заболевает вирусом и со временем умирает от СПИДа. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире сегодня вечером, и телефон для вопросов нашему гостю, который вы можете задать в прямом эфире, это 8 41 12 42 14 39. Или вы можете отправить сообщение по нашему WhatsApp номеру 8 914 205 05 02. И все ваши сообщения мы постараемся озвучить в прямом эфире и задать эти вопросы нашему гостю. Я помню прекрасно, как в свое время я столкнулся с вопросом профилактики ВИЧ-инфекции, еще будучи школьником даже, да. Тогда вместе с представителем Роспотребнадзора Натальей Дмитриевной Чаховой мы вместе с представителями молодежи вели программу на радио «Рим». Это был 99-2000 год. Как раз просто доступно о ВИЧ-инфекции для молодежи и языком, собственно говоря, самой молодежи. Потом все это шло. И как-то тогда к теме ВИЧ-инфекции было приковано очень большое внимание. Ее называли эпидемией 21 века, 20 века. Да. Но последнее время как-то то ли интерес поугас, то ли ковид всю тематику перешиб. Вот как у нас сейчас в республике обстоит дело с ВИЧ-инфекцией? Совершенно верно, Иван. ВИЧ-инфекция сейчас насчитывает уже свыше 40 лет, и люди действительно уже привыкли к ВИЧ-инфекции. И тем более на сегодняшний день ВИЧ-инфекция – это не приговор. ВИЧ-инфицированные живут, они принимают антиретровирусные препараты, они живут, то есть они приносят пользу обществу, создают семьи, рожают детей. По Дальневосточному федеральному округу Республика Саха-Якутия занимает у нас 4-е место по распространенности ВИЧ-инфекции. На 1-м месте у нас Республика Бурятия, на 2-м у нас Приморский край, на 3-м Хабаровский и на 4-м Республика Саха-Якутия. И кумулятивное число зарегистрированных всего ВИЧ-инфицированных на 1 декабря 2021 года у нас составляет 2863 ВИЧ-инфицированных человека. ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована в 33 районах, практически она есть везде, где-то больше, где-то меньше. Практически на диспансерном наблюдении и учете у нас стоит 1019 человек ВИЧ-инфицированных. Проблемными районами у нас являются промышленно развитые районы. Это Мирный, Ленск, Ниринве, Алдан, Аймикон и город Якутск, где проживает практически 86% от общего числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных на нашей республике. Вот вы сказали кумулятивное число, да, там 2386, по-моему, да, если память не изменяет. Это получается то число, сколько всего было выявлено, да? Выявлено на территории нашей республики. А сколько реально проживает, сейчас сложно сказать, да? Сейчас у нас, да. Дело в том, что ВИЧ-инфекция, она, так скажем, с длительным инкубационным периодом, оно специфичное заболевание, очень интересное, инфекционное, заразное заболевание, длительного протекающее, поэтому реальное число ВИЧ-инфицированных надо примерно умножать на 3-4 раза.
Вот. Просто не все люди, так скажем, дообследованы. Вот. Хотя, пользуясь случаем, хочу сказать, что анализ на ВИЧ-инфекцию добровольный и бесплатный для россиян. Хоть каждый день приходи, сдавай анализ на ВИЧ из вены. А есть такие, кто каждый день ходит и сдают? Ну, каждый Есть день такая мания у кого-нибудь? были такие люди, каждый месяц приходили, сдавали, да. Были такие прецеденты на моей практике, да. Мгм. Вот какая сейчас на данный момент работа ведется по профилактике ВИЧ-инфекции? Ну вот кроме известных там лекций, каких-то пропаганд. Ну, центр СПИД у нас специализированное учреждение, и не только отдел профилактики занимается одной профилактикой, да. У нас целиком весь центр заточен именно на эту инфекцию, именно на профилактику, на диагностику, на лечение, причем раннюю диагностику. Вот. И если касательно вот отдела профилактики, да, мы проводим, конечно, массовую первичную профилактику. Именно вот доводим до населения основные ликбез, так скажем, пути передачи, что такое ВИЧ, что такое СПИД. Ну, вы правильно сказали, что нашу инфекцию называют СПИДом, а на самом деле это ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция основа, да. Причем действительно многие люди об этом не знают. Не знают пути передачи, не предохраняются, тем самым могут потенциально распространять эту инфекцию. Ну вот сейчас есть какое-то вот стеснение, не знаю, обсуждать эту тему? Если раньше, я же помню, вот опять же лекции тогда, да, до смешного доходило, когда я выяснял, что такое презерватив, да, ой, там все сразу в краску там, и так далее. Вот сейчас, когда вы лекции читаете, вы наблюдаете, что стесняется этой темы? Или нормально, вот, где уже молодежь спокойно общается на эту тему? В Якутске вообще без проблем. Без проблем. Будучи вот, когда я ездил в районы, вот у нас несколько лет назад был такой топовый проект автопробег маршрут безопасности «Стоп СПИД». Ну, там, когда мы рассказывали про проблемы ВИЧ-инфекции, о пути предохранения, ну, девочки там на лекции вставали, выходили, было такое. Но это глубинки районов, вот, там немножко менталитет другой, чем нежели в городе. А в городе уже сейчас это молодежь вся уже, так скажем, просвещенная, и население тоже. А вот после выхода интервью с ВИЧ по поводу Юрий Дудь, вот когда сделал, там прямо такой резонанс был, да, какой-то ажиотаж по поводу этого. Вот обращали ли внимание вот, после этого выхода, да, и всплеска той информации, которая была, что-то еще необходимо для наших граждан, какую-то информацию доводить, или в принципе всего достаточно? В принципе, сейчас развитием соцсетей, интернета, телевидения, сейчас проблем с ВИЧ-инфекцией практически нету с доступом к информации. Любую информацию можно прогуглить. Вот. Единственное, я бы вот хотел бы вопрос, например, затронуть СПИД-диссидентство. То есть есть такая категория лиц, граждан, это в России, которые отрицают существование ВИЧ-инфекции. Ну это как ковид у нас сейчас до сих пор еще есть те, кто отрицает, что он существует. Да. То же самое ничего нового сейчас не изменилось. Вот. И при ВИЧе тоже были такие товарищи, и они есть. Они с пеной у рта утверждают, что ВИЧ-инфекции не существует, что это заболевание придумали мы, медики, что это заболевание... Чтобы деньги выкачивать. Да, чтобы деньги выкачивать. Но не секрет, что там в программе, скажем, ЮНЕЙДСа, ВОЗа и ЮНЕСКО там крутятся большие деньги, именно вкладываются именно в профилактику ВИЧ-инфекции во всем мире. Вот, и они действенны, скажем, та же Африка, так взять, да, использование презервативов, скажем, да, передача вертикального пути, передача от матери к ребенку. Очень большие программы, очень большие деньги вкладываются, и они действенны, и они работают. Вот давайте теперь поговорим о мифах, которые вокруг ВИЧ ходят. Ну вот, начиная с самого банального, да, что ВИЧ передается через укус комара. Да. Ну, я всегда, когда сам лекции читал, да, говорю, ну, ребят, если бы у нас ВИЧ передавался бы через укус комара, в Якутии бы, наверное, все были бы уже давно заражены. 100%. А вот какие есть еще мифы, которые до сих пор еще, блуждают среди масс и которые пора развенчать окончательно? Ну, самый основной миф — это пути передачи воздушно-капельные.
некоторые думают, что Чихнул чихнул, ВИЧ-инфицированный? да, ВИЧ-инфицированный чихнул и это заболел. На самом деле, если четко знать пути и передачи, их всего лишь 3. Через кровь, гетеро- или гомосексуальный контакт незащищенный, и от матери к ребенку. Все. Слава богу, это не корона, не грипп. Воздушно-капельным он не передается. В бытовых условиях ВИЧ не опасен. Ну, И то есть вот опять же, если мы вот кровососущ- так вот с вами рукой поздороваемся, Да, то, без проблем. ну, понятно, что мы, конечно, не ВИЧ-инфицированы, но в том Ну, плане, что никакой передачи не будет. Конечно. Да, значит, воздушно-капельный отметаем, бытовой, контактный, да, Тоже вот потрогали отметаем, да. что-то. Отметаем только через кровь. Через кровь, Значит, через незащищенный половой сексуальный контакт, причем мужчина с женщиной или мужчина с мужчиной. а женщина с женщиной. Женщины там, ну, тоже теоретически возможно, но там процент 0,00,1. Ага, Мгм. ну эту тему мы сейчас еще обсудим, важная тема. Так, и от матери к плоду. От матери к ребенку, да. Но я, когда мониторил статистику, обратил внимание, что вот этот процент передачи от матери к плоду из года в год, он все-таки снижается, потому что, Да, видимо, конечно. ретровирусная терапия помогает, а мамы, которые стоят Вовремя на учет, стоят да, на диспансерном наблюдении учет. во есть время, возможность да, да. родить здорового ребенка. Конечно. Дело в том, что все беременные женщины по приказу Минздрава, они в течение беременности, они как минимум 3 раза сдают анализ на ВИЧ-инфекцию. Кроме этого, их мужья или половые партнеры, от которых они беременны, они тоже обследуются на ВИЧ-инфекцию. Это обязаловка. Вот. И если, скажем, для остальных категорий граждан анализ на ВИЧ-инфекцию добровольный, бесплатный, то вот эта категория, мать и Партнер. муж, да, партнер, да, и, скажем, доноры, да, там, скажем, мы обязательная медицинские категория. работники, да, там, хирурги, да, и так далее, да, мы обязательно обследуемся, так, а эта категория, конечно, она обязательно. Вот, и мы выявляем периодически, что в период беременности или она беременна, она ВИЧ-инфицирована, или ее муж, скажем, ВИЧ-инфицирован, а у нее анализ отрицательный. А если у Вот нее чем- 10 партнеров? Ну, такие-то случаи есть, чего уж греха-то таить. да, к Как быть в сожалению, этом да, случае? такие социальные женщины. Ну, в таком случае мы проводим, в любом случае мы проводим химиопрофилактику, химиотерапию. Такая женщина идет на оперативные роды, она идет на кесарево сечение. Вот, и при рождении ребенка он переводится на искусственное вскармливание. То есть своим грудным молоком она не кормит. Я напомню телезрителям, что вирус концентрации, приводящих к заражению, находится в грудном молоке у ВИЧ-инфицированной женщины. Ну, у мужчин в сперме, У мужчин в сперме, у женщин в вагинальном ну и у обоих полов в крови. И, конечно, в крови. Давайте теперь по поводу симптоматики. Да? Есть какие-то такие триггеры, симптомы, которые может говорить о том, что у человека ВИЧ-инфекция? ВИЧ-инфекция, она вообще очень хитрая инфекция. Она может, так скажем, маскироваться под различные другие заболевания, тут же ОРЗ, ОРВИ, воспалительные заболевания, длительная субфибрильная температура, скажем, 37 градусов, да, может быть лимфоденит, увеличение всех групп лимфоузлов, вот это может быть косвенно, да, может быть жидкий стул, диарея, снижение веса резкое, да, вот эти вот косвенно. А ведь признаки. симптомы вы сейчас называете острые кишечные инфекции. Да, то же самое. Вот видите, очень трудно его дифференцировать, ну, то есть спутать. И очень часто острый период пропускают клиницисты. Вот. Хотя наши медики, они, ну, благодаря работе нашего центра, они заточены на ВИЧ-инфекцию. Они все-таки настороженность есть, и нужно отдать должное нашим медикам в районах. Они тоже знают, что такое ВИЧ-инфекция. Вот, и периодически обследуют. Ну вот еще пакость вот этой инфекции заключается в плане ее диагностики. Диагностика очень. Вот это инкубационный период или то серонегативное окно, да. в тот Когда период, антитела когда не появляются. да. нет возможности выявить ни одним анализом, что Да, у тебя все. ВИЧ-инфекция. Вот сколько он составляет? Этот инкубационный период по максимуму может доходить до 12 месяцев. Один минимум? год. А минимум 3-6, 9. Ну, я просто к чему вопрос задаю, да, у нас же как,
У меня был там незащищенный контакт. Год я назад, год по- назад. Не, побегу-ка я на следующий день в центр СПИД, СПИД. сдам-ка все анализы. Ой, отрицательно, все хорошо, Всё. пойду дальше. Мгм. Вот это ошибка и заблуждение. Надо Конечно. понимать, что при ВИЧ-инфекции это не инфекции, которые вызываются Острые, бактериями, да, которые можно там выявить даже в Да, течение там, конечно. недели после незащищенного полового контакта. ВИЧ-инфекция, там есть окно, Да, серонегативное. И в серонегативное течение окно. около полугода ты никогда не узнаешь, что у тебя, возможно, уже ВИЧ-инфекция. Да, да. Она у тебя уже в организме Да. есть, и мало того, ты еще можешь заражать. Распространять ее, да, Вот. сам не знать свой ВИЧ-статус, и ходить и распространять эту болезнь. Вот. А специфические антитела уже практически они вот-вот они образуются через 3, 6, 9 год. Вот есть вопрос от зрителя, да, хочу сделать тату, но очень боюсь заразиться. А бывают ли случаи заражения именно после похода в тату-салон и как не избежать последствий? Такой статистики точно нету, но я бы рекомендовал такому товарищу просто купить иголочку стерильную, Мгм. самому взять ее и к мастеру принести и отдать лично в руки. Или Чтобы он самому. саму упаковку он там вскрыл, чтобы он, то есть, доверяй, но проверяй. Ну, то есть, я думаю, вы хотели предложить уже самому татуировку сделать. Нет, ну, естественно, там специальная машинка, там вставляются микрокассеты, они тоже одноразовые, они все стерильные. Вообще сейчас принцип одноразовости и в медицине у нас Мгм. все одноразовое. Начиная с презерватива и заканчивая иголками, шприцами, Да, системами. я не катетерами. слышал, что презерватив использовали дважды. Это Ну. что-то нонсенс какой-то. Но тот случай, нашумевший, по-моему, в Элисте был в Калмыкии, Да. там же использовались, я так помню, не Канюли, одноразовые, да, канюли, там шприцы. многоразовые, да, были. Да. Поэтому это привело к той трагедии, которая была, когда заразились дети. Да, А, печальный случай. Вот по поводу, вот как раз возвращаясь к одной тематике, и тут есть и вопрос соответствующий по поводу того, кто больше всего подвержен заболеванию. Начну, вот вы сказали о путях передачи, да, это путь, значит, внутривенный, ну, допустим, через кровь, это Наркоманы в основном. незащищенный половой контакт и от матери к плоду. Вот большинство из тех, кто заражен, кто это все-таки? Конечно, не секрет, что ВИЧ-инфекция — это большая часть это маргинальные группы, да? Это у нас наркоманы, гомосексуалисты и проститутки. Но на сегодняшний день мы уже пришли к выводу, да, статистика, что именно ВИЧ-инфекция уже вот из этих групп уже вышла в общую среду. И одно, так скажем, рискованное поведение может привести к заражению ВИЧ-инфекцией. Но, тем не менее, вы правильно сказали, что вся эпидемия, конечно, в большей части сконцентрирована вот в этой уязвимой группе. Мгм. А вот если взять статистику, у нас с 96-го года 96-го, да, совершенно верно. Да. значит, ведется наблюдение. Вот наблюдали ли вы перекосы внутри групп? Ну, допустим, стали болеть чаще уже там лица от 35 до 45 лет выявляться. Если раньше это была молодежь, сейчас вот более лица среднего возраста. Далее там мужчины, женщины. Да, в гендерном плане у нас всегда, конечно, больше болели мужчины. Практически это соотношение 60 на 40. Но в то же время отмечаем феминизацию ВИЧ-инфекции. Это, в общем-то, складывается в плане того, что роды у нас идут, уже ВИЧ-инфицированные рожают. Вот мы стали выявлять больше ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Это, в общем-то, лишний раз просто доказывает, что половой путь незащищенный, да, он стал преобладать. В принципе, у нас в Якутии, да и в России сейчас основной путь передачи это 62%, это при незащищенных сексуальных контактах. То есть половой путь нас лидирует. Вот. И в плане, если в группах так разобраться, да, то, конечно, доля наркоманов у нас начала снижаться. Это связано с тем, что все-таки в республике очень большая антинаркотическая программа идет, очень много министерств, ведомств занимаются вопросами антинаркотического профилактики, да, и, в общем-то, это дает плоды. Вот, Ну и, возможно, еще и наркотики стали не для внутривенного, а вот эти вот спайсы, шмайсы, которые нюхают. Да. Ну, соли всякие. Но они сейчас стали, в отличие от раньше, вот был героин классический, да, на следующий день он и дорогой, это раз, во-вторых, он
уже, так скажем, вытеснился. Сейчас идут различные всякие скорости, различные соли, которые можно употреблять не только внутривенно, их можно пить, их можно нюхать, то есть пути введения уже они более разнообразны. Если их вводить внутривенно, то, конечно, наркотическое опьянение будет быстрее и дольше, так скажем, да? Вот. А если пить или нюхать, то, конечно, это эффект более-менее, так скажем. И такие больные являются, ну, скажем, употребляющие наркотики, они являются тоже сексуально, так скажем, активными, потому что наркотики, они либидо подхлёстывают. Эндорфины подслёстывают, все конечно. пошло, желание возникает, и пошло, Да, поехало. и пошел, поехал, и вот чего не сделает, скажем, трезвый, то сделает пьяное или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если трезвый человек, вот он знает, что вот надо одевать презерватив, то пьяному или в состоянии алкогольного опьянения Какой там человеку пофиг, презерватив? какой-то презерватив, ему пофигу вообще на все. Порой иногда бывает, что и по барабану мальчик это или девочка. Это я к вопросу о росте количества ВИЧ-инфицированных среди групп ЛГБТ, так ЛГБТ называемая. Да. есть, да, у нас Есть ли такие группы. рост в республике у данной категории лиц? Да, периодически мы выявляем именно среди этой группы, приходят, в общем-то, на наши акции, в общем-то, приходилось сталкиваться именно с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и периодически, в общем-то, мы выявляем. Ну и в нашем центре тоже периодически приходят товарищи, так скажем, и нетрадиционной ориентации. Вот. Ну, они как группа риска, все. Ну, Да, вот тут надо обратить внимание, что в любом случае, как бы там отношения и в Европе не было толерантно и так далее, но надо понимать, что, к сожалению, лица нетрадиционной сексуальной ориентации это являются группой риска по заражению как раз в том числе той опасной ВИЧ-инфекции. Поэтому и там тоже нужно соблюдать элементарные меры безопасности. профилактика. Да, вот теперь об этих мерах. Что необходимо для того, чтобы не допустить заражения ВИЧ-инфекцией? В первую очередь, ВИЧ-инфекция – это у нас болезнь социально значимая или болезнь поведения. То есть напрямую от человека зависит, как он себя будет вести. Если он будет употреблять наркотики, алкоголь, если будет вести беспорядочные половые связи, незащищенные, то, естественно, он заразится ВИЧ-инфекцией. Если человек грамотный, думающий, не принимающий, так скажем, наркотики, ведущий здоровый образ жизни, да, увлеченный своим делом, он никогда не заразится, скажем, да, вот, сохраняя семейные ценности, вот это самое главное. Это у нас как признак здоровья и успешности, это наличие кого? Любовницы, да, или любовника. Как же так что? Да. То есть признак успешности, да, вот именно вот и вот возвращаясь к вашему вопросу первому, да, категория возрастная. Мы сейчас отмечаем, что ВИЧ-инфекция стала взрослеть, молодежь-то уже отодвинулась. Сейчас от 30 лет и старше, даже есть 70-летние ВИЧ-инфицированные. Скольки? 70-летние у нас по статистике есть. Вот. Седина в бороду, без в ребро. Не, вы хотите сказать, да, что вот, Или он или любви она в все 70 лет возрасты. заразилась? Да. От молодого любовника. О, Вот так вот вот интересно. видали такой случай, да? 70 лет человек заразился, он или она? Она. Если- Она. Она. Значит, вот от молодого любовника заразилась ВИЧ-инфекцией. Да, действительно, любви все возрасты Возрасты покорны, но и покорны. ВИЧ-инфекции тоже все возрасты покорны, от мала до велика. Интересный факт, да. вы Да, привели. очень интересный факт. Но это статистика, это реальные факты. Мгм. А молодой любовник тоже тогда, получается, себя лишил радости, да? Ну, скорее Последующее. всего, знаете, еще настораживает, как скажем, не чисто вот группа ЛГБТ, да, они же могут, скажем, быть гетеросексуалами Ну, или тогда там вообще- бисексуалами, да. То есть сегодня он нормальной ориентации, завтра он сегодня красный, завтра белый, так скажем. Ну, там цвета другие немножко Другая, да, приводятся, да, да. но тем не менее, понятно. Голубые, розовые. Да, вот. Ну, а сегодня у нас все палитры радуги, видимо. Ну да. Вот по поводу продолжительности жизни у ВИЧ-инфицированных. Если раньше, по-моему, мне доводилось слышать цифры 10, по-моему, 15 лет, Даже и то- того меньше. да, а как сейчас дело обстоит? с этим? Сейчас, если человек ВИЧ-инфицированный стоит на диспансерном наблюдении и учете в нашем спеццентре, если он
принимает все назначения, антиретровирусные препараты, противовирусные, да, так скажем, простым языком. ВИЧ-инфицированный может 15-20 лет и более. Вот я вот знаю, вот уже сколько я работаю, 16 лет в центре СПИД, я вот знаю одну ВИЧ-инфицированную, она, причем активистка она, да, она уже свыше 16 лет, она здоровая, она принимает антиретровирусные препараты, она создала семью, она Ну, работает. слово не здорово, наверное, да, а слово, что ну, ведет активный образ жизни и в целом поддерживает свой Поддерживает, да, Да. свое состояние, да. Потому что, я так понимаю, от ВИЧ-инфекции еще никто не выздоравливал. Ну, еще, к сожалению, до сих пор это заболевание действительно Хотя остается там иногда- неизлечимым. Да, ну, периодически там 1-2 случая проскальзывает, но, во всяком случае, это или это Требует изучения, мне лечение, кажется. да, требует изучения, или это было лечение, так скажем, не ВИЧа, а, скажем, острого лейкоза. Вот, и, ну, в конце концов, это нерентабельно, это дорогостоящее, так скажем, да. Не все себе могут это позволить. Вот, и требует изучения, вы правильно сказали. Мгм. Ну, на данный момент ВИЧ неизлечим. Неизлечимая, Но вакцины можно не существует. поддерживать жизнеспособность. Ну, вот Качество 20 лет. жизни. Продлить качество жизни. К сожалению, лечение пожизненное, но тем не менее, соблюдая все правила, приходя к нам в спеццентр, сдавая анализы, причем все анализы добровольные, бесплатные, лечение, кстати, тоже бесплатное. Вот, так Ну, что- сейчас люди подумают, ну бесплатно, ну и ладно тогда, да, один раз живем, да, пойду гульну направо-налево, а потом буду на ВИЧ-центр СПИД ходить, лечение получать, и 20 лет еще проживу. Ну, А, кстати- лечение очень тяжелое, это все равно химия. И лечение, в общем-то, приверженность у нас бывает, она то поднимается, то опускается. За умышленное заражение ВИЧ-инфекцией. Статья, Какая? уголовная статья есть. Уголовная статья, все наши ВИЧ-инфицированные, они когда они встают на диспансерное наблюдение и учет, они дают Соответствующее уведомление. да, подпись. уведомление, что они... Но таких прецедентов, во всяком случае, очень трудно доказать, во-первых, в связи с тем, что инкубационный период очень длительный. Но у нас в Якутии, во всяком случае, таких случаев не было. Да и в России их 1-2. Ну, просто на моей памяти, я помню, когда я работал в Жатайской больнице, была у нас одна девушка с таким диагнозом, и она приходила, разбила стекло в регистратуре, и вот себе начала вот так, я вот сейчас всех ВИЧ-инфицированной А кровью я помню этот случай, да, забрызгать. Да, да. вот сейчас вспомнил, да. Да, вот, то есть да. Это момент мы еще это на есть. Чеченко были, мы общались еще. Да, такие моменты есть. Ага. Не могу в завершении программы спросить про ВИЧ и ковид. ВИЧ, ковид, да, очень такая Ну, интересная как тема. переносится, да. Ну, как сказать, теоретически, конечно, два вирусных инфекционных заболевания, конечно, они усугубляют друг друга. Соответственно, лечение и диагностика, они, как скажем, немножко затруднены. Но, слава богу, вот на сегодняшний день у нас те, кто ВИЧ-инфицированы, заболели ковидом, никто, слава богу, не умер. Вот. И во время лечения ковида наши больные принимают антиретровирусные препараты, не прекращая. Вот. Ну и слава богу, они более-менее нормально протекают. И, кстати, вот могу сказать, что ВИЧ-инфицированные должны также вакцинироваться именно от ковида. Противопоказанием, согласно новых методических рекомендациях, ВИЧ-инфекция не является. Мгм. Просто я помню и случай своей практики, когда я заведовал отделением ковидных пациентов. У нас таких 2 пациента было, которые у нас лечились с ВИЧ-положительным статусом, и при этом, да, удалось стабилизировать их состояние, и они были выписаны уже на дальнейшее наблюдение И по ВИЧ-инфекции, Да, и ковид отступил. Если вдруг, да, вот, необходимо жителям Якутии куда-то обратиться, я знаю, что есть и филиалы у центра СПИД по районам, и головной офис. Вот какие-то есть контактные данные. И с чем можно к вам обратиться? В городе Якутске мы находимся на улице Стадухина, 81/8. Это Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Плюс наши два филиала в городе Мирном и в городе Алдане. Это мы прикрываем юг Якутии. Вот. И желающие узнать свой ВИЧ-статус, человек может обратиться в любую поликлинику территориально
в городе Якутске. Если в центральных улусных больницах, то может обратиться в ЦУП в районах. У вас есть ли сайт, есть ли Инстаграм, У нас аккаунт, есть соцсети? наш сайт, у нас есть наш Инстаграм, в принципе, все можете прогуглить, то все, в принципе, у нас есть. Так что можно передовую информацию всегда узнать на наших сайтах, наших соцсетях. Каким образом сдаются анализы на ВИЧ-инфекцию? Потому что мы привыкли, что при ковиде ПЦР, а ИФА только определить антитела. В вашем случае что это за В тест-система? основном у нас это ИФА, преобладает ИФА-диагностика, именно ферментный анализ. Он классический, берется кровь из вены. Но сейчас с развитием современных технологий у нас есть экспресс-тесты иммунохроматографические, ИХА. То есть в течение 10-15 минут кровь берется с пальца, и буквально через 10-15 минут можно узнать свой ВИЧ-статус. Он довольно-таки точный анализ, процентное соотношение 96% и выше. И мы проводили акции очень большие совместно с волонтерами-медиками. Вот, и периодически выявляли первичных ВИЧ-инфицированных. И слава богу, вот кого я выявил на экспресс-тестировании, у всех диагноз подтвердился на ИФА и на иммуноблотинге. Лучше бы не подтвердился, если честно. С одной-то стороны, да? Ну, с одной стороны, да, но в то же время, Ну, по крайней мере, что... ну, что мы, в общем-то, эффективность нашли, и нужно сказать, что эти люди до сих пор мне пишут, мы общаемся, они меня до сих пор благодарят, что вовремя их выявил, и что они сейчас встали на диспансерный наблюдение учет, принимают РВТ-препараты. Вот как часто, если ты встал на учет, необходимо обращаться в центр СПИД? Раз в месяц ходят люди, раз в 2 месяца. Назначают же антиретровирусные препараты, и у нас обычно больные периодически приходят, сдают анализы контрольные, сдают вирусную нагрузку. Желательно, чтобы вирусная нагрузка была нулевая. То есть вирус в крови не определяется, и благодаря вот этому иммунная система сохраняется. То есть он сидит где-то в спящем состоянии? Да, он, грубо говоря, его вирус загоняем в клетки, да, он спит там. Вот. Но если человек прекращает пить препараты, то он мгновенно просыпается, да, и начинает разрушать иммунную систему. То есть тут в плане лечения ВИЧ-инфицированных, конечно, требуется режим строгий, и периодически приходить к нам, обследоваться. И препараты заканчиваются, периодически мы все их снова, провизор выписывает препараты. Вот, возвращаясь к самому началу нашего разговора по поводу числа ВИЧ-инфицированных, вы говорили, 2386 это общее количество было выявленных ВИЧ-инфицированных, и можно смело эту цифру на 3, даже может быть на 4, даже да, может, но порядка получается 7-8 тысяч, скорее всего, ВИЧ-инфицированных может быть зарегистрировано, если выявлять на территории Республики Саха-Якутия. Если ввести обязательное тестирование, то, конечно, результаты будут, конечно. Но еще учитывая, что у нас приезжают, скажем, россияне с других неблагополучных территорий, наши соседи Иркутская область, Кемеровская область, Центральная Сибирь, они тоже вносят свою лепту, районы, они вносят свою лепту в распространенности ВИЧ-инфекции. Это я просто к тому, чтобы подытожить наш разговор и сказать о том, что ВИЧ-инфекция, она никуда не делась, она все равно осталась среди нас, и количество выявляемых ежегодно людей с этой патологией, оно остается и не уменьшается, и мы видим о том, что изменяется и возраст выявляемых ВИЧ-инфекций. Сегодня мы с Евгением Александровичем поговорили, что и у 70-летних людей можно выявить ВИЧ-инфекцию, кто ведет активную половую жизнь, не предохраняясь, и есть риск возникновения этого опасного заболевания, которое в конце в любом случае приводит к летальному исходу. Евгений Александрович, хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в студию, дали ответы на очень важные для всех якутян вопросы. Мы все очень надеемся, что та просветительская деятельность, которую ведет Центр СПИД, в вашем лице в том числе, она принесет свои результаты, и ВИЧ-инфекции в нашем регионе все-таки будет меньше. Желаем вам успехов в вашей работе. А на этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы всегда рассказываем о том, чем живет Якутия. Хочу пожелать всем здоровья, хорошего предновогоднего настроения. Всего доброго. Пока-пока.